Значит, когда в декабре 1986 года Горбачев правильно назначил Колбина руководителем Казахстана, они, молодежь, уже появились нацисты, вышли на площадь центральную в Алмате и шумели, что вот дайте нам казаха, это Казахстан. Вот тогда, в декабре 1986 года, если бы Горбачев жестко подавил все эти выступления, все, СССР бы сохранился. Баршаңызға сәлем, эфирде Қазақ Информ арнасы. Қалайсыздар? Бүгінгі шығарылымның тақырыбы Қазақстан мен Ресей арасындағы тілге қатысты халықаралық жанжалға байланысты болады. Сондықтан жайғасып отыра беріңіздер. Біз бастаймыз. Итак, уже несколько дней весь Рунет шумит от новости о том, как якобы сильно притесняют русскоязычных граждан в среднеазиатских республиках. Причем не в одной, а сразу в нескольких. Тут и кыргызский бугай, швырнувший калькулятор в хрупкую русскую девушку за ее разговоры на русском языке, и казахские националисты, терроризирующие бедных русских женщин за незнание казахского языка. Так еще к этому всему добавилось жесткое высказывание азербайджанского дипломата в адрес Жириновского и его нации. Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Все это одновременно вылилось в дикую истерию и угрозы со стороны российских властей. Буквально кучу эфиров запустили кремлевские пропагандисты и с умным видом рассуждали о происходящем. И это когда вся Сибирь полыхает и горит. Республики Саха и Башкортостан нуждаются в немедленной помощи. Но пока, зная, забота о русских важнее всего. Аркадьевич Багдасаров. Доброе утро, Семен Аркадьевич. Ну что? Доброе утро, доброе утро. Веселится, ликует весь народ. Все, кому не лень, нам теперь хамят, грубят, издеваются, то есть считают, что можно вытирать ноги о великий русский народ и о великую Россию. То есть совсем озверели. Говножуй. Для начала отойди от телефона и реально пожуй говна! И что самое интересное, весь этот маскарад заботы о русских возглавляют евреи и армяне. Соловьев, Жириновский, Багдасарян, Гаспарян, Геворгян. И это при том, что сама Армения исповедует сугубо моноязыковую политику, где русский язык не имеет вообще никакой силы и значимости. Русского языка там просто нет. Что происходит в Армении, это катастрофа. Русофобии накачивают республику с невероятной силой, с невероятной скоростью. Тогда спрашивается, зачем их вообще зовут? А зовут их потому, что армяне всем своим существом ненавидят тюрков. И при каждом удобном случае по указке Кремля в припрыжку бегут обвинять Туран, Тюрксой и все, что связано с Турцией или тюрками. Те страны, которые вы показали, в этих странах действует организация Тюрксой. Она в основном активно стала работать на постсоветском пространстве где-то после 2003 года. Вот. И несмотря на то, что на самом деле по уставу она за все хорошее против всего плохого, то эта организация работает в том числе и с мигрантами-выходцами из этих стран, и создает определенное настроение и прочее, прочее. Мы не будем копаться в их болтовне, все равно там кроме тюркофобии и русского империализма ничего нет. Но чтобы отделить правду от вымысла, нужно понять, с чего и с какой целью была запущена такая риторика. И самое главное, мы выясним, как сами русскоязычные граждане ведут себя по отношению к выходцам из Центральной Азии, и действительно ли они являются жертвами, как показывают это российские СМИ. А чтобы понять, откуда растут ноги, вернемся на год назад. 25 апреля 2020 года Министерство юстиции Узбекистана решило вынести на общественное обсуждение документ, предусматривающий штрафы для должностных лиц за неиспользование государственного языка в процессе работы.
На что 14 мая того же года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона обратила внимание на вызванную законопроектом полемику. По мнению Захаровой, пока сторонники законопроекта явно в меньшинстве. Представительница внешнеполитического ведомства РФ также высказала мнение, что сохранение русского языка в официальном обиходе в полном объеме должно отвечать интересам граждан Узбекистана. На что 18 мая в пресс-службе МИД Узбекистана ответили следующее. Вопросы, связанные с регулированием сферы государственного языка, являются исключительной прерогативой внутренней политики Узбекистана. А слова Захаровой представители ряда общественных организаций и несколько депутатов Оли и Мажилиса парламента сочли вмешательством во внутренние дела страны. Таким образом, мы понимаем, что первый звоночек для России прозвучал еще год назад, и чисто геополитически сохранность русского языка на постсоветском пространстве для Кремля является жизненно важным аспектом влияния. И любой поворот в сторону усиления роли государственного языка воспринимается болезненно и даже враждебно. А показная забота о русскоязычных гражданах, которых, к слову, в Узбекистане крайне мало, всего лишь повод, чтобы продемонстрировать свое недовольство. А поскольку Узбекистан не является членом ни Евразес, ни ОДКБ, рычагов для давления у Москвы гораздо меньше. Чего не скажешь о Казахстане, который завяз в этих никому не нужных союзах. Но раз уж Россия так печется о судьбе русских в Узбекистане и в целом в Азии, боясь, что русских там гнобят, давайте посмотрим, как сами русские в России относятся к узбекам и другим этносам, и выясним, кто по-настоящему является притеснителем. Такое-то? Вы как разговариваете, толкаете? Кто узбек? Узбеки что, не люди, что ли? Или нацисты? Не люди? Не люди такие, как вы? Нет, не люди. Не люди такие, как вы. Блядь, вот так вот работает, блядь. Вы его... Ничего не делает. Почему идете себя так по-скотски? Почему не уважаете Кому не уважаете? коренной народ? Почему вы разговариваете на своем языке? Почему вы не учите русский язык, не разговариваете на русском? Он не понимает, я ему по-узбекскому отвечаю. Ну вот пусть Я вам учит, по-русски значит. отвечаю. Что эти азеры, чеченцы, узбеки, таджики, вы, блядь? Они не все здесь. Да вы все нахуй сюда Не едете. все знают. Заебали, честное слово. Слушай, ты где, в России? Ты в России? В смысле нет, оплата приехал. Ты разговаривал по-русски, что ты на своем балякаешь? У меня прям Он не калит. понимает по-русски. Так пусть учат язык и приезжает тогда, а лучше вообще сюда не приезжает. Блин, блин. Приезжать нам. Чё? Вы не имеете права нам запрещать. А вы знаете по-узбекски? Нахуй мне ваш язык, Вот. босс. Ну вот и все, закрой Не ебало. надо. Я знаю. Чурки ебаные. Ну что, очень гостеприимно, верно? Добротой так и прет. Узбеки не люди, узбеки чмошники. А автобусный шовинист гнобил их за незнание русского языка, мол, нужно уважать коренной народ и говорить только на его языке. И это несмотря на то, что Россия – это многонациональная страна, где в 80% территорий русские сами не коренные, а пришлые, понаехавшие. А как только подобный вопрос поднимается у нас в Казахстане, кое-кто тут же начинает вопить, что русский язык имеет официальный статус, владеть казахским они не обязаны и уважать коренное население нет необходимости. Так получается. И русскому требовать знания государственного языка получается можно, а в Казахстане это сразу разжигание межнациональной розни. Вот такие у них двойные стандарты. Теперь перейдем к нашей стране и обсудим то самое видео с извинениями бедной русской барышни, которая так муссирует российские СМИ. И делают это, естественно, в однобокой подаче. Везде показывается, как она запуганная извиняется на камеру, но не показывают, как нагло и по-хамски она себя вела, и как отзывалась о казахском народе и казахском языке. Для ясности давайте посмотрим на это видео.
Вы плюете на землю. Я вот иду, а мне под ноги плюнули ваши, не наши. Вы не любите русских. А что мы вам сделали плохого? Мы вам город построили. И если бы не мы, вы бы здесь не были. Я строил этот город, понятно? И я лечила вас таких. И не надо на меня смотреть. Не надо на меня смотреть, понятно? Больно умные и живут свой не гладь. Ага. Перебьетесь, мои дорогие. Вот когда я увижу, что вы что-то построили, вспахали, посадили, тогда я вам буду аплодировать, понятно? Сделано, только без участия вот этого потребителя. Потребитель, в Роспотребнадзор, вперед! И с песнями, и флаг возьмем. Ага. Ты думаешь, что мы тоже будем бить? Нифига, да мы тебя массой задавим, если надо, вот словами. Меня снимать не надо. Меня снимать не надо. Да, не надо. Себя снимай, а. Не надо раздевать ничего. Снимай себя. Дылды, да, дылды. Ну что, в этом фрагменте собран полный набор юного шовиниста, так сказать, великорусская исключительность. А эти дикие казахи под ноги плюются и на своем мамбетском дыл-дыл-дыл разговаривают, а она их лечила, город им построила. И если бы не они, казахов бы там не было. Ух, какая высокородная дама-то у нас. И вот после этого всего пусть мне кто-нибудь ответит, так кто здесь разжигает? Но, тем не менее, чтобы спустить с небес на землю этих чудо-строителей городов, давайте вернемся к истории и обсудим, кто на самом деле кому что строил. Начнем с того, что само слово «Кремль» происходит от древнетюркского слова «коромлы», что в переводе означает «укрепление на возвышенности». Так вот, стены и башни этого самого Кремля, думаете, кто строил? Русские? Нет. Их еще как нации тогда не существовало. Московиты? Нет. Они к тому времени только избушки до землянки могли слепить. Так кто же их возвел тогда? А возводили их знаменитые итальянские архитекторы. Аристотель Фиораванти прибыл в Москву в 1475 году по специальному приглашению Ивана III, поскольку местные жители о строительстве из камня тогда и знать ничего не знали. Итальянский архитектор начинает работу по строительству Успенского собора в будущем Кремле. Далее Алоизио де Милано строит укрепления для самого московского Кремля. Строит Большой Кремлевский дворец, стены, рвы, башни, в том числе Троицкая башня. Позже такие мастера, как Марко Руффо, Марко Мастробан, Антонио Джиларди строят стены, башни, палаты, колокольни, казенные дворы и многое-многое другое. Ну а Пьетро Антонио Солари и Пьетро Франческо Аннибале являются гениями итальянской архитектурной мысли, которые буквально с нуля обустроили дикую Московию и возвели целый ряд башен, церквей и соборов. Пьетро Франческо построил Нижегородский Кремль, Воскресенскую церковь в Кремле, церковь Вознесения в Коломенском, земляную крепость в Себеже, заложил земляной и каменный Китай-город. Ну а Пьетро Антонио Солари, по обнаруженным в Милане документам, ныне хранящимся в архивах Ватикана, прозван не иначе, как архитектус генералис Московиаль, то есть главный архитектор Москвы. Идем далее. Вот эта несчастная дама, которую замучили злобные казахские националисты, живет в столице Мангостауской области, городе Актау, по словам которой его она построила. И если бы не они, русские, казахов бы там никогда не было. Вот только это наглая ложь. Как сообщает закон КИЗ, более 20 ученых из Казахстана, а также ученые из России, Азербайджана, Турции, Великобритании и Ирана за 1,5 года работы в комплексной экспедиции по Мангостауской области нашли уникальные доказательства о тысячелетней истории Мангостау. А также выяснилось, что историческое название Мангышлак появилось в 1000 году нашей эры. Археологами были найдены 5 подземных мечетей, обнаружено более 20 колодцев и 20 каменных тамг.
На плато Үстөрт были построены крепости, караван-сараи, поселения. Этот участок впоследствии стал частью Великого Шелкового пути. Были построены караван-сараи в древних городищах Кызылкала и Кетик-Кала. С тех самых пор и до сегодняшнего дня в этом краю периодически проживали такие тюркоязычные племена и этносы, как Оғыз, Хазар, Кипчак, Ногай, Туркмен, Казак. И именно о городище Кетик-Кала пойдет речь в следующем фрагменте. Средневековое городище Кетик-Кала – самый древний морской порт на территории Мангистауской области. Это подтверждают недавние находки, говорят археологи. Среди артефактов – фрагменты веточек благородных или красных кораллов, монеты и чуканки городов Поволжья, а также обломки керамики с сусальным золотом и глиняных сосудов, произведенных в Китае, Иране, Азербайджане и Хорезме. Поселение XIV века начали изучать в прошлом году. Ученые подчеркивают, Кетик-Кала поможет понять механизм торговых отношений эпохи Золотой Орды. Городище располагалось на 16 гектарах, из которых до сегодняшнего времени сохранилось только 3. В этом году ученые изучили порядка 300 квадратных метров площади. В этом году достаточно интересная находка. Были найдены маленькие фрагментики веточек красного коралла, который, как минимум, мог прийти сюда с Красного моря. То есть мы можем сегодня говорить, что Кетик-Кала – это как бы прототип современной модели порта Актау, который сейчас функционирует и который объединяет 5 государств Каспийского моря. Точно так же Кетик-Кала в древности она объединяла прикаспийские государства. Итак, что мы имеем? Лживую сказку о великих чудостроителях из России, которым самим всю Москву обустроили иностранцы. То же самое было при СССР, когда в 30-е годы более 570 военных и промышленных объектов, заводов и фабрик построили американцы, а именно компания Альберта Кана. Также ересь глупой тетки о том, что якобы казахов до русских в Актау никогда не было. А ведь наши предки жили там испокон веку, задолго до прихода русских колонистов. И после всего вышесказанного, пусть эта белобрысая шовинистка и все те, кто ее поддерживает, пусть засунут свои языки туда, где не светит солнце. И в заключении скажу, мы в очередной раз убедились, насколько нетерпимы русские по отношению к выходцам из Средней Азии и их языкам. Но самое главное отмечу, что вся эта патриотическая кампания России направлена не на защиту русскоязычных граждан, на которых им плевать, а лишь на то, чтобы вновь заручиться поддержкой отвернувшегося от них электората и заработать плюсики в преддверии парламентских выборов. А заявление Даурена Абаева о пещерном национализме я комментировать не буду. Всем и так известно who is who. А вот движение Куата Ахметова Тель-Майдана, а также других патриотов в лице Мурата Мухамеджанова, Диаса Кузаирова и других я полностью поддерживаю. Маргулам Бурамбайга, Бостандык. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно делитесь этим видео с друзьями. Сау болыңыздар!